Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. 14 мая первому президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзинба исполнилось бы 75 лет. В честь юбилея национального лидера по всей республике планировались массовые памятные мероприятия, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все они перенесены на осень. В день рождения Владислава Ардзинба в его родном селе Эшера состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие ограниченное число людей. Сегодня отдать ему дань памяти к мемориалу пришли президент Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, члены правительства, депутаты, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности. В день рождения основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба люди со всех концов Абхазии едут в его родное село Эшера, чтобы отдать дань памяти и уважения выдающемуся лидеру абхазского народа. В абхазской политике Владислав Ардзинба возник очень неожиданно и ярко, и его появление в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Он жил, мечтал и был готов отдать свою жизнь за идею, в которую верил. Борьба за права народа Абхазии была делом всей его жизни. В один из самых сложнейших исторических периодов, когда казалось, что весь мир был против маленькой Абхазии, Владислав Ардзинба сумел отстоять не только права своего народа, но и само государство. Владислав Григорьевич Ардзинба в памяти каждого абхаза остался прекрасным человеком, любящим, безумно любящим свою родину. В то время восхищался им американский президент, который сказал, хотел бы встретиться с политиком Абхазии, который за всю войну ни одну политическую ошибку не допустил. Это говорит о том, какое место он занимал в мировой политике. 75 лет для Абхазии – это очень небольшой возраст. И очень жаль, что его нет рядом с нами. Я думаю, что в мировой политике много чего изменилось бы, если бы он был жив. Владислав Григорьевич безгранично любил родину и всю свою жизнь посвятил ее служению. В сердцах каждого представителя абхазского народа он навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества. Лидер, сумевший спасти нацию от истребления. Он еще молодым ушел из жизни, но оставил о себе глубочайшую память, как человек, который в судьбе абхазского народа сыграл решающую роль. Он основоположник абхазского государства, было у него много планов, и сегодня его планы тоже продолжают претворяться в жизнь. Сегодня, к сожалению, в связи с коронавирусом, немножко ограничено общение людей и так далее, тем не менее, я вот вижу, люди потоком идут сюда, потому что память о нем вечная, он навсегда останется в памяти народа, как победитель, как основатель государства, как крупнейший ученый, как человек большой души. Память ему светлая. Вот уже 10 лет, как нет с нами Владислава Ардзинба. Его смерть стала всеобщим потрясением для всего народа Абхазии. Но по-прежнему живы идеи Владислава. Жива и его вера в будущее независимого абхазского государства. Аля Катрапшина, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в городе-герой Ткорчал также состоялась небольшая церемония возложения цветов к памятнику Владислава Ардзинба. Почтить память национального лидера пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководство районной администрации, общественность.
Государственной комиссией по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения Владислава Григорьевича Ардзенба, утверждены следующие предложения по организации и проведению юбилейных мероприятий. Абхазской государственной телерадиокомпании в срок до 1 июня 2020 года подготовить и представить проект по проведению архивирования и оцифровки видеоматериалов, связанных с деятельностью первого президента Республики Абхазия, с целью передачи видеоматериалов в Государственное архивное управление Республики Абхазия. В течение года подготовить документальный фильм «Владислав Ардзенба», а также иные архивные материалы, беседы и встречи с приглашением видных общественно-политических деятелей в онлайн-режиме. Государственному русскому театру драмы имени Искандера осенью 2020 года подготовить телеспектакль «Московские переговоры» 3 сентября 1992 года. Республиканским госучреждением «Апсна-пресс», издательство газеты «Республика Абхазия», редакция газеты «Апсна» в течение года издавать материалы, посвященные празднованию 75-летия со дня рождения первого президента Республики Абхазия. Министерству культуры продлить конкурс на лучший проект памятника Ардзенба в городе Сухум до 30 декабря 2020 года. Министерству просвещения и языковой политики представить план мероприятий в учебных учреждениях на осень 2020 года, приуроченных памяти первого президента Абхазии, отражающей жизнедеятельность Владислава Григорьевича. Аппарату Кабинета министров Республики Абхазия подготовить обращение к Национальному банку с предложением о выпуске в 2020 году памятных монет Ардзенба Владислав Григорьевич, 75 лет, серии «Выдающиеся личности Абхазии». Академии наук совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Гуля и Абхазским госуниверситетом организовать и провести осенью 2020 года международную конференцию на тему Владислава Ардзенба как ученый-политик. Государственному комитету по репатриации в срок до 31 мая 2020 года подготовить и представить предложение по созданию условий для участия в юбилейных мероприятиях абхазской диаспоры за рубежом. Председатель Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения Владислава Григорьевича Ардзенба, спикер парламента Валерий Кварчия. День рождения первого президента Абхазии, как и день его безмерного ухода, безвременного ухода, особые даты для каждого, кто считает себя абхазом. Уместить историю жизненного пути великого лидера в одном новостном сюжете невозможно. Сегодня вся программа абхазского телевидения посвящена его памяти. В нашем эфире документальные фильмы о нем, его интервью во время Отечественной войны народа Абхазии уже после войны. В следующем репортаже мы попытались рассказать о главных моментах его политической деятельности, судьбоносных как для Владислава Ардзенба, так и для всего абхазского народа. С каждым годом время отдаляет нас от эпохи Владислава Ардзенба. Однако человеческая память заботливо хранит имя того, кто отдал жизнь служению Родине. Из поколения в поколение мы всегда будем говорить «наш Владислав», подразумевая одного единственного. Владислав Ардзенба пришел в политику из науки. Он достиг больших успехов в изучении древних народов Малой Азии, в частности, исчезнувших хеттов. По его признанию, он не представлял, что когда-нибудь, оставив любимое дело, займется политикой. Однако бурный исторический процесс, захлестнувший Советскую империю, а вместе с ней и Абхазию, распорядился по-другому. Точкой отсчета политической деятельности Ардзенба стало выступление на съезде народных депутатов СССР. Его знаменитая речь о положении абхазского народа взволновала тогда очень много людей. Интересен тот факт, что перед съездом партийная иерархия делала все, чтобы Владислав не выступил и не озвучил темы, которые не устраивали Грузию. А грузинские депутаты, в свою очередь, воспользовавшись его отсутствием, убрали в зале табличку «Абхазия». Владислав все вернул на место и выступил, несмотря ни на что, потратив времени ровно столько, сколько было отведено регламентом. Решение общегосударственных задач немыслимо без учета проблем и интересов всех регионов страны, независимо от того, где они находятся. Предусмотренный действующей Конституцией правовой статус автономной республики приводит к фактическому национальному неравноправию и неравенству. Такое деление народов на ранги является прямым наследием сталинизма, а также административно-командной системы, которая фактически ведет к унитаризации, что особенно отразилось на автономиях.
А дальше началось самое страшное. Вооруженная агрессия Грузии и освободительная война 1992 года, которую возглавил Ардзинба, стали тяжелейшим испытанием для нашего народа. Уже будучи избранным председателем Верховного Совета Республики, он обратился с призывом к своим гражданам. Граждане Абхазии, сегодня совершена агрессия против нашей республики. Без какого-либо повода войска Госсовета при поддержке бронетехники и вертолетов с боями вторглись на территорию суверенной республики Абхазия. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Григорьевич. Следуя его зову, люди обретали смелость, шли вперед и прорывали осаду. Ему приходилось работать на пределе физических сил. Каждая неудача и каждая смерть болью отражались в его сердце. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение для продолжения войны, решать вопросы тылового обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они самостоятельно определяют свой политический статус, свое экономическое, социальное и культурное развитие. Вот это, то есть, право народа на самоопределение является частью прав человека. Мы на протяжении тысячелетий имеем свои определенные границы. Эти границы были, они могли меняться больше, меньше и так далее, но на протяжении уже столетий они определены как от реки Ингур до реки Псоу. Так что это наши границы, они признаны и зафиксированы, в том числе зафиксированы в конституциях и Грузии, и Абхазии, и Союза СССР. Причем в этих конституциях сказано, что территория автономной республики, даже бывшей, не может быть изменена без ее согласия. В результате войны Абхазия впервые за многие годы обрела свободу. Следующий этап, послевоенный период, для Владислава Ардзинба был таким же сложным, как и предыдущие. Были те, кто поддержал республику, в то время как многие международные политические оппоненты всячески выкручивали ему руки. Грозили, требовали, ставили ультиматумы. Руководству Абхазии во главе с Ардзинба приходилось преодолевать разруху. Ему удалось заново выстроить все институты государственной власти и заложить правовые основы для развития страны. Одним из важнейших моментов этого процесса стало принятие новой конституции. Память о лидере, которого не стало, в 2010 году увековечена в названиях улиц, музеев, школы. А самое главное – в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Ардзинба. Эсма Голанзе, Фарида Джопо, Абхазское телевидение. И к другим темам. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов парламента Республики Абхазия. Повторные выборы проводятся по Кындыкскому избирательному округу номер 31, Гудаутскому избирательному округу номер 18, Бзыбскому избирательному округу номер 10 и Отхарскому избирательному округу номер 14 в связи с досрочным сложением полномочий депутатами Асланом Бжани, Александром Анкваб, Дмитрием Дбар и Юрием Хагуш. Регистрация политических партий, инициативных групп и выдвижение кандидатов начнется 23 мая и завершится 12 июня. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных – студент российского вуза, который на днях вернулся на родину. Второй – военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ, второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-й российской военной базы. 8 человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха Айтар. У всех у них диагноз коронавирус не подтвержден. Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 14 заболевших коронавирусом.
По распоряжению правительства Абхазии с 14 мая подразделения медицинского управления МЧС возобновили носение службы на КПП ПСО абхазо-российской государственной границы. Помимо контроля температуры въезжающих в страну граждан Абхазии, а также иностранных граждан, относящихся к определенным категориям, внесенным в ранее утвержденный правительством перечень, сотрудники спасательного ведомства будут собирать и обрабатывать полученную информацию с последующей ее передачей в линии Минздрава и МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В МИД Абхазии состоялась видеоконференция министра Даура Кови с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщается на сайте внешполитического ведомства. Участники видеоконференции обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса в Абхазии, безопасности и стабильности в регионе, гуманитарные вопросы и другие актуальные проблемы. Даур Кови вновь обратился к сопредседателям с просьбой помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. В рамках видеоконференции состоялся обмен мнениями о необходимости и важности возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты как эффективного инструмента в работе женевских дискуссий. Участники видеоконференции договорились о проведении следующей встречи в подобном формате в начале июля, отметив необходимость проведения таких мероприятий, поскольку на сегодняшний день невозможно определить точную дату очередного раунда женевских дискуссий. Государственное предприятие РУП «Черноморэнерго» продолжает вести ремонтные работы для улучшения энергоснабжения населения во всех районах Абхазии. Так, в Ачамчирском районе была проведена линия электропередач протяженностью 92 километра и установлены 22 трансформатора. Работы проходят на 14 объектах. Наша съемочная группа посетила несколько из них. Репортаж Гугут Савардания. Вот уже более 7 месяцев специалисты Ачамчирского филиала РУП «Черноморэнерго» ведут ремонтные работы по улучшению энергоснабжения этого района. В рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы здесь определены 14 объектов. Один из них в селе Адюжа, где электриками уже проведена колоссальная работа. Установлены 3 трансформатора и заменены линии электропередачи. Это 10 тысяч киловольт. Почему она попала в проект? Потому что эта линия проходила через лес, частые аварии, и линия была после войны наспех собранная линия. И вот этот промежуток мы определили, потому что уже село Адзюбжа, частых отключений, частых аварий, чтобы не было, мы перевели это 3 километра 700 по другой трассе. Ремонтные работы были проведены и в селе Моква. Здесь также заменены линии электропередачи протяженностью около 10 километров. А вот вместо этих неисправных трансформаторов установлено 3 новых. По словам местных жителей, старые трансформаторные подстанции постоянно загорались, из-за чего часто возникали перебои в подаче электричества. После ремонтных работ ситуация в селе улучшилась. يشبرحوا ترانسفورماتر أجتسارجيت يبزينا وسويت أستطبق بشتزي درسيت أجكن شيء وقف بيعطنا قدرة أنا وصورة جيت سواجكن شيء رزقي أبرا بشمش خمش وسروي يمقام تسكبنا ويتصوي في الصلاة زقرلي خاني بشزنا يشخطوي بش أداتشكوا. С проблемами в электроснабжении постоянно сталкивались и жители города Ачамчира. Из-за перепадов и плохого напряжения часто портилась бытовая техника. Очень часто у нас горали и холодильники, и стиральные машины. Было очень плохо, но сейчас мы нормально, у нас все. Очень мы довольны. У нас очень хороший свет. До этого, правда, мы мучились, то бывало света, то не было, то не хватало нам энергии. А сейчас мы даже, вот как они установили вот эти новые подстанции, у нас свет очень хороший. В последнее время, вы знаете, наверное, это вся Абхазия знает, что столбы поменяли, проводки поменяли. Сегодня деревянных столбов практически нет. Везде стипы протянуты. В общем, очень большая работа огромная сделана. Вот этот трансформатор, который сейчас вот заменили недавно, вот это каждую зиму у нас, понимаете, несколько раз. Всегда ребята приходили, летело, шины горели и так далее. То есть не хватало мощности. Но сейчас поменяли, и все сейчас отлично. Понимаете, сейчас никто не выключает ничего, стабильно идет
напряжение. И напряжение все время держится тоже 200-220. В Очимчире специалистами РУП «Черноморэнерго» также установлены новые трансформаторы и проведены линии электропередачи. Правда, не всегда получается завершить все работы в срок, так как в процессе электрики постоянно сталкиваются с трудностями, работая в сложных погодных условиях и в труднодоступных местностях. В городе у нас установлено 5 трансформаторов мощностью 630 и 1000 кВт. Проведено ВЛ-04 около 30 километров. Линий построено уже. Вот, это по городу. Ну, по селам у нас еще 10 объектов, которые уже завершены. В общей сложности ВЛ-04 и ВЛ-10 киловольт линии у нас построено около 92 километров. Вот. Людям подали напряжение, то качественное напряжение, которое должно быть, то есть 220-210 вольт. Таким образом, вся работа в районе по инвестпрограмме 2017-2019 практически завершена. Однако РУП «Черноморэнерго» ждут и другие проекты. Кугут Савардания, Тамас Щековани, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что 15 мая часть Сухума останется без воды из-за ремонтных работ. Будет прекращена подача питьевой воды в районе Колоса, вокзала, Личкопа, Виема, рынка, а также центральной части города. Воды не будет с полуночи до 6 часов вечера. И сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 22-27. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.